так жить вообще. Вот такая вот ситуация практически на всех улицах города. Затопленные дома, огромные пробки, местами даже плавает мебель и бытовая техника. Ситуация крайне тяжелая. Вся бытовая техника потоплена, вся мебель потоплена. Ну, впрочем, как и видите, вот все затоплено. Это повторяется каждый год, из года в год. У меня вопрос, неужели ничего нельзя сделать такого, чтобы город вот в таком состоянии не был, чтобы его не топило вот так вот? В основном от наводнения пострадали улицы Сахарова, Дбар, Лакоба, Когония. Уровень воды во дворах и по всем улицам не опускался до обеда. На этих кадрах отчетливо видно, какой урон нанесла вода горожанам. Практически вся бытовая техника в домах пришла в негодность, а какую-то часть мебели и даже документы вовсе унесло течением. Впервые я такое вижу, чтобы в доме вода стояла в 20 сантиметров. Но это, конечно же, вообще шок был, откровенно говоря. На первом этаже со всех сторон, из заднего двора дома, из переднего потекла вода. Ну, все быстро выключили, электричество, конечно же, до этого. Мебель вся уплыла у нас. Вот, холодильник, кухня, все это рухнуло, грохот был. Потом уже холодильник мы туда перетащили, точнее, он переплыл у нас, мы так помогли. Час или два всего шел дождь, сильный, правда, но так все залило, все, стоки не работают, ничего не работает, ни канализация, ничего. И это каждый год так. В доме расскажите, какая обстановка? А в доме посмотрите, вот посмотрите, все илом залило, все залило. Недавно сделала ремонт, сейчас и мебель, и все это испортилось. Холодильник еле удержали, тоже чуть не свалился, плавал. Жители этих улиц открывали люки, чтобы вода уходила, но это не помогло спустить уровень воды. Образовавшееся течение нанесло мусор на пляжную зону. Пострадали не только частные дома, вода затопила рестораны и все магазины на центральных улицах. Это один из домов по улице Дбар. Вода внутри помещения здесь стоит практически с ночи. Правда, сейчас она осела почти на 50%. И здесь испорчено практически все. Ущерб, нанесенный Национальной библиотеке имени Папаскир. Здесь протекла крыша, и по этой причине часть книг была уничтожена. К сожалению, здесь вы видите, несколько ящиков книг, они намочились. Сейчас мы меняем, вытаскиваем с мокрого места книги, перелаживаем и сушим книги. Благо, вода не дошла до квартир многоэтажных домов. Здесь она поднялась только на несколько ступенек. Тем не менее, вода по колено стояла во всех дворах, и жители долгое время не могли покинуть свои квартиры. Царьесмыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.